мы как-то с Кона выступали в Москве, в Питере, и в Москве концерты прошли хорошо, в Питере как-то прям вот, ну, это те же мы, которые вчера хорошо выступили в Москве, и что-то как-то прям не идет, не получается. Мы уже и вроде бы на тот момент там наш козырный номер Чепина исполнили, и как-то все равно не идет. И я потом понял, что мы сидели в каком-то ДК в Питере, на середине сцены, а первый ряд от нас находился, наверное, метрах в 9-10. То есть вот этого контакта не было. То есть все, что нас, музыкантов, связывало с первым рядом слушателей, это звук микрофонов. Я все-таки предпочитаю выступать так, чтобы ощущать аромат парфюма вот тех людей, которые сидят на первом ряду. И мне кажется, что им тоже интереснее, когда музыкант прям рядом сидит, как в комнате, играет для... Ну, я сейчас, конечно же, говорю про первый ряд, все-таки последний ряд, понятное дело, в любом зале он будет последний. Но и стараемся выбирать как бы, такие площадки, чтобы те, кто сидит на последнем ряду, чтобы они не чувствовали себя где-то на галерке. Вот. И, ну, этот интерес, да, он какой-то есть, но все-таки, да, возвращаюсь, это не стадионы, это... А может, эта музыка, она вообще не подходит для стадионов? Потому что все, что я помню, я бывал вот, по-моему, на концертах практически всех фолк-коллективов, которые сейчас звучат, это именно какая-то обволакивающая музыка. Да, да. И ты был один из первых людей, который мне объяснил, что вот эта эстрадность, она испортила остинскую традиционную музыку тем, что она разъединила зрителя и слушателя. Как сказать, остинская музыка, кавказская музыка традиционная, она инклюзивная. Она предполагает участие человека так или иначе, даже внутренним голосом, да, участие в песне. А эстрадная музыка, она предполагает вот эту сепарацию от людей, кто производит творчество, и людей, кто наблюдает. Вот они друг друга сепарированы. И я, например, если ты помнишь, была же серия концертов Джерпеджеш и ваших в Национальном музее. Ну, мы тогда еще не были Рагоном. Да, вы просто так, скажем, осколки Кона, да, выступали. Не только осколки Кона. Вацамонга еще, Вацамонга, ребята, которые, кстати, спасибо большое. Хочу вот, пользуясь случаем, передать. Когда вот появилась идея создать такой ансамбль, идея принадлежит Казбеку Лалиеву. Ну, как бы я один, и что-то надо делать. Я попросил ребят из Васамонга, которые, ну, просто как говорится, есть, ну, с кайфом. Вот это самое такое... Ворвались с кайфом, да. Да. С кайфом, просто помогли, и вот это было с кайфом. Вот, спасибо большое. Я как бы, когда говорю Кона, я вот все-таки, я вас всех вместе воспринимаю, потому что, ну, я со всеми вами познакомился примерно в одно время, всегда это все одна тусовка, мы все общаемся, поэтому я как бы это вот коллективный Кона говорю. И вот тогда на выступлении вот лучше, чем, по-моему, тех выступлений я не помню, потому что то, как и Джерпеджеш тогда пели, это было что-то невероятное. Хотя туда Бейбарс ушел, чему я очень расстроился. Но и вы, как там выступали, мы же там все в кругу сидели. И вот этот вот обволакивающий, вот, акустика была хорошая, и, во-первых, место, да, оно не для концерта, но вокруг как бы история, да, и вот тебя прямо атмосфера обволакивала, ты его чувствовал, вибрации. Я вот тогда, кстати, понял, насколько зря я очень плохо отношусь к слову «вайб». Вот я тогда понял, что на самом деле вайб означал. Это вот сейчас любят вот там, где надо, не надо применять, у человека особый вайб. А вот изначально же это говорилось о таких мероприятиях, и вот там реально был осетинский вайб. И... Согласен, да, очень крутой был концерт. Мне самому тоже очень понравился. Ну, как бы и наше выступление понравилось, естественно, ребят, Джерпеджеш. Видишь, все решает. Ну акустика, да, то есть, например. Вот там прекрасная акустика, ну, на мой взгляд, для того, чтобы именно вот такой формат музыки исполнять.
Ну, поэтому, когда мы говорим о стадионах, ну, эта музыка не предназначена. Я вообще, я, Так кстати, я к тому же и я говорю, думаю, да. что хорошая музыка, любая хорошая музыка, она не предназначена для стадионов. Нет, не согласен. Ну, Есть поп-музыка может быть, но... поп-музыка, рок-музыка, джаз, есть Ну, джаз на стадионе? прекрасные. Почему нет? Я просто, вот я на концертах бывал разных. И, ну, не могу сказать, что много концертов бывал. Я чаще попадал именно на клубные концерты. И вот разговаривая потом с исполнителями, у меня очень специфический вкус, но люди там, вот, мы же знаем, какие гастрольные туры по Европе, там фестивали, все говорят, что выступать вот в клубе, вот в тесной атмосфере, ну, это говорит, совершенно по-другому, нежели на стадионе. Чтобы на стадионе говорит, словить кайф от выступления, понимать, ты говорит, должен быть вот иконой, как Фредди Меркьюри. Вот тогда, да, стадион для тебя, если ты вот можешь так толпу заряжать. Но это, говорит, нужна сумасшедшая энергетика, и это, говорит, надо так работать, чтобы просто истощить себя. А если ты хочешь просто жить и наслаждаться, не истощать себя, не то, даже, как вот, может, Фредди Меркьюри понимал, что он скоро умрет, и он вот просто всю энергию отдавал. А вот по-другому, говорит, клубные концерты самое то. Ну вот несколько человек мне сказали, и то, что я наблюдал, вот даже Сплин, я был на концерте Сплин большом и был на маленьком, ну, не сравнить. Ну, я здесь хочу чуть уточнить момент, потому что, мне кажется, мы говорим об одном и том же, но чуть не понимаем друг друга. Когда я говорю о том, что мы не собираем стадионы, я это веду к тому, что на нашу музыку мы реально не знаем, есть ли такое огромное число потенциальных слушателей, как, например, вот Фредди Меркьюри, да? Поэтому я говорю, что да, в клубах, не знаю, в квартирники, например, вот я обожаю, ну, я рос на ДДТ, да? Я никогда, к сожалению, не был на живом выступлении, но прослушал кучу просто и студийных записей, и концертных. И я понимаю, что ДДТ одна из немногих, ну, буду про российские говорить, потому что в зарубежных не так как бы силен. Возможно, ДДТ, возможно, самая как бы, из того известного набора рок-групп самая крутая группа в плане исполнения живьем. То есть их лайв-концерты для меня всегда круче, чем студийные записи. Вот. Но я понимаю, что, вот, например, посмотрев «Квартирник» у Маргулиса, я понимаю, что этот жанр мне тоже очень залетает. Они пришли ограниченным составом участников. Был Шевчук гитарист Федичев и Тёма Мамай, он у них, по-моему, барабанщик. Просто у ДДТ так часто менялись составы, что я сейчас уже понимаю, я начал путать музыкантов. Вот. Но здесь речь как бы сугубо о солдаутах и о количестве людей, которые... То есть солдаут можно сделать и, можно 5 раз сделать солдаут, продав 4 билета на концерт. Там у нас есть 4 места, и мы их продаем. И вот мы их продали, все, объявили солдаут. То есть это ни о чем не говорит на самом деле. У вас-то зал, там 70 человек, это много. Я, например, сталкиваюсь с тем, что когда я бываю на ваших концертах и потом выкладываю это в Инстаграм, мне просто много людей пишут, а почему мы про это не знаем? Какого черта, Алик, ты опять попал на какой-то прикольный движ, а мы об этом не знали. Я говорю, слушайте, ребята, я выкладывал, что будет, я публиковал. Но каждый раз вот мне люди пишут, а как можно узнавать об этих концертах? Я не часто бываю в Осетии, я хочу приехать и попасть. Как мне подстроить свой график? Кстати, про Кашты то же самое спрашивали, как попасть на Кашт. Вот я, говорю, хочу попасть, я, говорю, каждый раз приезжаю, не попадаю. И вот про ваши концерты то же самое. И вот когда ты опубликовал первый альбом «Щим-то»,
Я у себя, я не помню, где-то я написал в соцсетях, что ты на последнюю композицию ты предложил всем вот расслабиться, закрыть глаза и выключить музыку. Мгм. Это, наверное, один из самых таких, наверное, за последний год эмоциональных опытов для меня был, когда ты закрыл, расслабился, и тебя музыка просто унесла. Я такое помню, что-то похожее испытывал на Артхуроне. Как-то вот мы сидели, вот что-то такое было. И еще, я не помню, мы где-то тоже вот сидели всей толпой и вот вы играли музыку, и что-то такое было, была глубокая ночь. И вот и я понимаю, что когда вот тогда, сидя у костра, слушая астинскую музыку, я же записал все на диктофон и выложил как формат подкаста, это один из самых прослушиваемых подкастов был, просто вот не прекращающийся часовой вот музыка, перетекающая из одного в другое. И я очень сожалел о том, что этот опыт не могут пережить там ребята, живущие в Москве, негде собраться у костра и негде послушать хорошую астинскую музыку. А тут ты прямо на концерте дал эту возможность. Знаешь, я еще скажу, что этот трюк тоже не новый. Не, я понимаю, что это не новый, но... Да. Ну, просто хочу все-таки вспомнить, почему мы так решили сделать. Ну, спонтанно на самом деле, но мы так делали с ребятами из Кона, когда мы репетировали в мастерской с Усланом Ауравовым. Мы вот так могли либо просто сами для себя, либо когда приходили какие-то гости, там нередко к нам заглядывали ребята со своими туристами, и вот как бы мы их сажали, там была такая печка спиральная, ну, не знаю, насколько старая, но функцию свою выполняла, она там грела чайник и грела людей, если это холодное время года. И вот эту печку мы включали, выключали свет, и вот был только лишь свет этой спирали, мы садились вокруг, и вот с ребятами Натия Тидеева, Саша Бестаев, Тимур Илаев, Вадим Забулат, ну, много человек нас было, Альберт Тогоев, Герман Кайтуков, в общем, да, всех сейчас и не вспомню, приятно, вот что мы делали, да. Что я каждое это имя хорошо знаю, вот это приятно очень. Да, это круто, да, и вот как бы тогда, естественно, мы понимали, что вот так играть приятнее. То есть, когда твои глаза не заняты какой-то работой, то есть, да, твои глаза хочешь не хочешь анализируют, да, вот я сейчас, например, смотрю вот на эту стену, и вот, ну, я это хочу или не хочу, мой мозг понимает это, вот здесь передо мной стена. А тогда мы выключаем свет и просто наслаждаемся музыкой. Да, и я рад, на самом деле, что вот спустя время мы спонтанно решили такое сделать. Единственный момент, я уточню, мы это сделали все-таки, это уже были не Шимды. У нас как бы концерт состоял из 3 отделений. Вот первое отделение было, ну даже такое не первое, второе. Ну, или пусть будет первое, на самом деле там было приветствие и несколько треков перед этим приветствием. И вот, ну, мы особо как за какое-то отделение, это начало не считаем, пусть это будет начало. И вот после приветствия у нас был блок 30 минут симдов, а то, о чем ты говоришь, это куртатинская хонга, мы ее играли уже в конце концерта. Ну, это как вот бонус-трек для зрителей. Нет? Сразу тогда вопрос такой, вот вы сейчас над новым репертуаром работаете. Да. Первый был Шимды. Да. Сейчас что? Сейчас, во-первых, на самом деле не так много людей, которые побывали на всех 3 концертах. Даже если считать еще Цхинвальский концерт в ноябре, то это уже 4 концерта. На самом деле мы вот эту программу Шимды одинаково не сделали еще ни разу. И как бы это очень круто. Во-первых, я всегда говорю, что мы в первую очередь получаем удовольствие от этого проекта, от этого музицирования, в первую очередь. Во вторую очередь это уже, да, такой коммерческий проект,
мы стараемся зарабатывать деньги, как бы я не считаю, что это плохо. Я считаю, это хорошо. Да, как бы. Вот. Но все-таки выучить какую-то программу, вот как выучивают стихотворение, да, и вот ее одинаково вот нам самим не интересно. Даже не потому, что это может быть неинтересно человеку, который уже 2 месяца назад послушал эту программу и решил прийти еще раз, и вот он буква в букву услышал то же самое. Ну, даже не из-за этих людей. Нам самим неинтересно играть одинаково. Поэтому мы, вот, наверное, с ноября по март, вот у нас вечно вот так вот варится эта кастрюля с этими наигрышами. Мы их там где-то что-то добавляем, где-то добавляем инструмент музыка. Где-то, ну, например, ребята же, они же еще и учатся. Не всегда успевают к какому-то концерту, например, что-то выучить. И мы очень часто делаем так, типа, ну ладно, сейчас вот так, но к следующему концерту сюда добавим еще, например, вот это. И вот сейчас, в принципе, происходит то же самое. Нас покинул коллега Руслан Музаев, и вот нам сейчас приходится как бы сделать такой шаг назад и выучивать новую, ну, как бы, я буду все равно называть новая программа, потому что у нас каждый раз новая программа, да. Если кому-то понравился концерт такого-то числа, он точно такой же, ну, к сожалению, наверное, не услышит. Это ему придает особую ценность этому концерту. Да. Поэтому вот сейчас занимаемся... А это тоже щимды будут или что-то добавлять? Это будут тоже щимды, но вторая часть, то есть у нас будут отделения, то есть первое отделение. Ну, наверное, сейчас многие не понимают, о чем речь. Я расскажу в новом проекте группы Рагон. Подход следующий. Мы поняли тоже случайным образом, что собирать наигрыши, это сейчас даже не столь о щимдах, в целом собирать наигрыши в какие-то поппури очень интересно. Мы так раньше никогда не делали. И сейчас после вот этого перерыва, да, когда я лично сам не занимался творчеством именно в этом направлении после Кона, что-то переосмыслил, и мне это очень сильно помогло. Я стал проще относиться к чему-то, чего раньше не мог себе позволить, например. Вот, мне кажется, во времена Кона, опять же, может быть, сейчас кто-то из ребят послушает и вспомнит, что такое было, но я лично не припомню, чтобы мы смешивали там, соединяли в один какой-то большой поезд, да, вот эти наигрыши. И даже иногда дома мне может попасться листок, да, откуда-то случайно вылетевший, там, программа концерта в Москве 2013 года Кона. Я вот смотрю список, я понимаю, что там не было ничего подобного. Вот. То есть ты сейчас прямо объяснил, почему Рагон правильно называть все-таки пост-фолк коллективом, а не просто фолк. Вы помимо того, что фолк-коллектив, он, как правило, собирает старину, да, и преподносит ее новому зрителю. Вы пытаетесь же переосмыслить, использовать для того, чтобы что-то новое создать. Ну, на самом деле мы стараемся переосмыслить, и мы это делаем. Да, это даже, по внешнему виду видно, да, то есть мы уже не заморочены, мы вот в Кона старались, не имея в гардеробе национальных костюмов, все-таки старались где-нибудь попросить кого-нибудь там, чтобы нам кто-то одолжил или что-то купить, вот там кто-то нам дарил что-то, и мы старались выступать в национальном костюме. Сейчас мы как раз-таки стараемся не выступать в национальном костюме, так как поняли, опять же, где-то сами, где-то с подсказки наших прекрасных коллег, Ольга Шайдулина, композитор, Антон Платонов, ребята, Булат, Тима Кадзоков, да, то есть мы что-то случайное появлялось, да, и потом в ходе
обращения внимания на эту мелочь, мы понимали, что, на самом деле это же реально так. То есть мы не надеваем сукка, когда идем в театр. Это факт. Мы не надеваем сукка, когда идем на похороны. Факт. На свадьбы тоже факт. Зуарбанма. Факт. То есть, сегодня, если кто надевает сукка, то это либо один единственный Казбек Базаев с Ногира. Кстати, этот еще одевает Артур Бицоев. Артур Бицоев, да. Вот два человека, которые, можно сказать, вот они могут себе позволить. Все остальные нет. То есть, если на свадьбе кто-то суккатый, то это по-любому либо танцор, либо жених на время переоделся, сейчас обратно переоденется. То есть, я понимаю, что это, конечно, никак не повлияет. Может быть, повлияет, но тем не менее, мы не хотим строить барьер даже в виде одежды между нами и между теми, кто пришел послушать. Мы всем своим существованием на момент концерта хотим дать понять, мы такие же, вот они, мы тоже в кроссовках. Тут, понимаешь, с осетинским костюмом, его бытовой принадлежностью произошли метаморфозы. Если раньше осетинский костюм, это все-таки он играл не только роль парадно-выходную, он играл роль бытовую. В первую очередь он играл бытовую, конечно. То сейчас он приобрел в некий, такой музейный стиль. То есть так одеться только для этого. И это на самом деле стало причиной того, что этот костюм стал пропадать из обычной жизни. Потому что он стал восприниматься только как музейный костюм. И поэтому я, например, ратую, когда элементы осетинского костюма просто используют в миксе с обычной одеждой, потому что это как раз-таки было бы так, как бы делали наши предки. Они просто что-то удобное это одели и использовали бы, они бы не заморачивались, они бы не делали... Это же большая проблема, когда из чего-то делаешь что-то каноничное, оно бронзовеет и выпадает из жизни. Поэтому эта проблема с папахой, да, я каждый раз, когда хочу одеть папаху, думаю, сейчас я как-то в кедах, я как-то несерьезно одет а потом думаешь, а тогда папаху ты никогда не оденешь, конечно. И папаха, она должна смотреться хорошо, с AirPods'ами в ушах, когда ты гуляешь, главное, то есть конечно, ты сохранил в себе элемент этого костюма. Конечно. И мне, если честно, на самом деле очень импонирует, когда вы на сцене, и вы не, не в каких-то нарядах, а вы просто вкинуты, как все остальные, и это же реально переосмысление, это даже не только осетинской традиционной музыки, а вообще музыки, как она преподносится, опять же, этого снятие барьеров, когда музыкант может раствориться в толпе, когда любой парень может принять участие в концерте, это другой подход. У нас же эта поп-музыка, на которую сейчас все поклоняются, она же именно создала некий, из артиста делает некую икону, когда музыка сама отходит на второй план, на первый план выходит артист. Причем не его настоящая личность, да, а та история, которую создали пиарщики и менеджеры вокруг него. И то есть, поэтому многие, я так слушаю подкасты, особенно американские, они многие говорят, что проблема нашей музыки в том, что она невероятно качественная, она очень технологичная, это суперпродукт, но она не настоящая. То есть, особенно про ребят, которые, я очень люблю историю, как в Нью-Йорке их рэп развивался, да, то есть они говорят, что раньше рэп был живой, он был хуже, биты не ложились на слова, но она была настоящая. Сейчас это супер технология, это iPhone, но родного в нем ничего нет. И в этом плане вы родные, и я опять же, спрос на вас есть. По крайней мере, я не знаю, спрос на то, чтобы спросить в Инстаграме, почему я не смог попасть на концерт. Потом я ваши видео, когда нарезаю и выкладываю в Твиттер, в Инстаграм, Телеграм, там какой-то ажиотаж бывает. У людей прям бывает, что что-то настоящее привнесли в нашу ленту, спасибо. И очень много отзывов. Я рад, я на самом деле, конечно, я же подписан на тебя, я вижу, конечно, не специально зайти посмотреть, что пишут, да, я вижу комментарии, всем спасибо, и все участники
коллектива всегда читают и хорошее, и плохое, если даже кажется, что это прошло незамеченным. Спасибо большое за отклик. Ну, нам, естественно, приятно. В первую очередь, я повторюсь, мы играем для себя, к сожалению, не для вас, а для себя в первую очередь. Уж, ну, извините, как есть. Так, по-моему, нам это больше нравится, что вы для себя играете. Ну, вот такой у нас подход. Можно бесконечно спорить об этом. Все-таки, да, люди покупают билеты, когда билеты, ну, как бы 1000 рублей мы вот ставим билеты, да. Ну, я часто задаю себе вопрос, пошел ли бы я сам на свой концерт вот за эту сумму, как бы. И зачастую вот, ну, сумма билета, она проходит через вот это испытание, которое я сам себе, типа, пошел ли бы на такой концерт я, учитывая, что я не один пойду, а с кем-то. Вот. Ну и, конечно, встает, я сейчас уже, по-моему, от темы отошел, ты меня сейчас, пожалуйста, верни. Встает еще вопрос заработка. Все-таки, понятное дело, сходить на один концерт, там пусть даже 2 часа прекрасной музыки, ну и может кому-то показаться, что это дорого. Но мы-то эту программу собираем по 3-4 месяца, мы репетируем, я прихожу домой в 1 ночи, в 2 часа ночи, как бы все семьи страдают от этого, потому что не только я один прихожу в 1 ночи, как бы я как руководитель коллектива никого не отпускаю, как бы, чтобы кто-то ушел, а я один там сидел, занимался, вот. Ты обещал меня вернуть сейчас в тему. Так ты на самом деле в контексте темы находишься, потому что вопрос... Вообще, главная идея этого подкаста с тобой — это тема того, мы сейчас наблюдаем ренессанс национального, я для себя пытаюсь ответить вопрос, или последний вздох перед конечной ассимиляцией. Вот. Вопрос денег, на самом деле, он очень важный. Нет ничего более временного, чем бесплатное. Если национальная музыка не может находить для себя источники финансирования, не только заработка, но, может быть, спонсоров, значит, эта национальная музыка закончится. Если кто-то думает, что государство должно и будет всегда содержать национальную музыку, оно немного эти люди, кто так думает, они немного ошибаются. В мире тренд, что государства из всех сфер потихоньку уходят. В большинство сфер человека захватывают супертехнологичные корпорации. И вот большой вопрос, будет ли в вашей подписке там, на Яндексе, Spotify или где-то играть национальное, это вопрос выживания национального. Конечно. А вот музеи, концертные залы, которые финансируются государством, по остаточному принципу, этот остаточный принцип будет отмирать. И вот тема подкаста. И вот вопрос про ренессанс. Да, вот смотри, я скажу, что думаю насчет народной музыки нашей и ее состояния. Я уже недавно ответил для себя. Для меня, именно, опять же, чтобы никто не путался, мы сейчас говорим только лишь о музицировании вот в том виде, в котором представляет, например, ансамбль Рагон, Кона, Уасамонга здесь, в Осетии. Это тот жанр, который никаким образом, ну, опять же, сейчас Уасамонга я вспомнил, но, по-моему, зря, потому что Уасамонга — это все-таки государственный коллектив, который зависит от воли тех или иных людей. Вот. Этот жанр, вот мы даже костюм сейчас, да, вот национальный костюм вспоминали. Когда бывают какие-то концерты казенные, да, там Министерство культуры там организовало, условно, день осетинского языка, но там никто не скажет, что мало костюмов, да, то есть, но все это понятно, это вот буквально на 2 часа. А потом они из этого же помещения
внутри переодевшись, эти костюмы унесут как бы на вешалке с собой. Они не выйдут в них. Мы сейчас говорим о чем? О том, живо ли это в народе. И я считаю, что вот именно наш жанр, вот именно вот такого музицирования, вот, ну, я на самом деле не задавался вопросом, как это называется. Вот ты сейчас назвал, что это постфолк. Ну, я, мне кажется, спорить не буду, вообще не важно, как это называется, но для меня это субкультура. Вот, подобно тому, как в 19 лет я увлекся рок-музыкой, она меня просто зацепила. И потом я, дошло до того, что собрал свой коллектив, свою рок-группу. Вот так и сейчас. То есть мы не можем сказать, что эта музыка звучит на каждой свадьбе, на каждом ковде, я сейчас назвал только свадьбу ковд, а на самом деле она еще и на тусах каких-то, да, должна звучать. Там. Безусловно, на квартирниках. Да, на квартирниках, да, на каких-то тусах, где современные люди сейчас, опять же, мои термины, то есть то, что я вкладываю в этот термин, они могут разниться с тем, что может подумать слушатель. То есть люди, которые в целом не фанаты, например, какого-нибудь гармониста местного или какой-нибудь певицы, в целом не ходят на концерты, да, они предпочитают какую-нибудь зарубежную, возможно, музыку или другую жанр. Но в их офисах, например, да, где-то они работают, там из колонок должна звучать вот такая музыка, либо музыка близкая им, например, рок, джаз, рэп, но с элементами все-таки вот этой музыки. Сегодня мы видим, что этого нет. Ни в офисах, ни на тусовках, ни на свадьбах. Поэтому лично для меня это такая субкультура, к сожалению, для всех, но я к субкультурам отношусь положительно. В условиях глобализации, в условиях глобализированного мира субкультура это не есть что-то плохое. Так я же к тому и говорю. Я всего лишь хотел уточнить, что это не что-то массовое. То есть субкультура не может носить такой массовый характер, на мой взгляд. Вопрос массовости, знаешь, как вот решается? Является ли произведение Достоевского, которые вне школьной программы, их не заставляют читать школьников, является ли Достоевский массовым читателем в России? Даже нет, Достоевский, ладно. Салтыков-Щедрин. Является ли он массовым читателем? Чаадаев является массовым читателем. Но ведь когда мы говорим о русской культуре, мы говорим именно об этом. Да. Понимаешь? Вот культура, она всегда воспроизводится не большими массами, а небольшой группой интеллектуалов, небольшой группой людей, которые этим болеют. И вот в 19-20 веке вот начался этот процесс, когда элиты, аристократия, она вдруг посмотрела в свой народ, оторванный абсолютно от него, и вдруг решила вынести культуру. Они поняли, что истинная культура это не только, вот, ну, если взять, например, Тургенева, да, его вот записки охотника, почему они произвели фурор? Ведь потому что в какой-то момент их культура элиты это французско-русская, ну, какой-то замес. И тут они обращают внимание, что вот у них под ногой лежит золотой обломок. И вот записки читателя, они же произвели, даже есть версии, я много раз читал, что записки охотника, их появление этого произведения, они способствовали принятию закона о освобождении крепостных. То есть они в том числе оказали влияние. То есть шел этот процесс, но они чуть ускорили, потому что они, вот какой русский мужик настоящий, понимаешь? Да, потом для Тургенева это обернулось личной трагедией. Он думал, что он понял русского мужика, оказалось, они друг друга не поняли, он разочаровался и уехал в Европу. Но вот, бытовая культура традиционная, она последние 2 столетия в массы выносилась небольшой группой фанатов, интеллектуалов,
людей, которые на этом конструировали что-то. Идентичность, какие-то взгляды. И в этом плане вот то, что мы сейчас наблюдаем, ведь нельзя сказать, что вы делаете просто музыку. Я, например, вот кто и сколько раз за последние 10 лет в Осетии пел песню Хашби Аликова? Ну, возможно, Если где-то... пьесу Бритаева не брать, вот чисто песню Хашби Аликова, сколько она раз пелась? Я просто сколько раз ее слышал, я слышал в твоем исполнении. Ну, это за последнее время, да. За последние 5 лет, хорошо, только в твоем исполнении. Ну, видишь, это опять же то, о чем я и говорю. Песня-то, она... Я как вообще познакомился с этой песней, там, описание этой песни. Я еще не слышал аудио Бибо Ватаева. И даже не помню, где это, то ли в музыкальной школе, то ли в общеобразовательной. Вот приводили какой-то пример, и была такая там фраза, мол, песня о Хашби была настолько любима в народе, что алдары... не алдары. Извиняюсь, не про Хашби была песня. Это, как бы сути не меняет. Я просто пример привел, да. Да. Там какая-то песня про какого-то там алдара, то есть, Худина Аджижарок, да, песня, высмеивающая какого-то алдара. Там, где она появлялась, в этом очаге ее насильственно тушили в плане, арестовывали. Приходили, арестовывали, там, не знаю, там, лупили, не знаю, что делали, и как бы им это удавалось, да, больше они ее, вот, например, в этом селении не пели. Через время эта же песня была слышна где-то вообще в другом месте, то есть, вот это пример того, когда реально песня любима в народе, и ее поют независимо от того, запрещают ее или не запрещают. Вот Хашби и Жарок, во времена, по крайней мере, когда я ее учил, абсолютно не пахло еще никакими законами об иноагентах, там ничего не запрещалось, то есть я абсолютно спокойно мог взять стихотворение, там, политическое стихотворение Сослана Маураова и по его же просьбе наложить на нее музыку, уже какую-нибудь известную. Уре Ардонг? Да, Урет Ардонг, вот, например. То есть, честно, я и тогда не был прям фанатом этого стихотворения. И сейчас не являюсь, но Сослан я фанат, очень... Я нет, да, я честно говорю, нет. Не потому, что я там боюсь реакции чьей-то, против кого она была направлена, нет. Я просто исполнял волю моего горячо любимого старшего Сослана Маурава, который прям очень хотел, чтобы эта песня зазвучала, и именно вот на мотив песни «Дади», потому что он, скорее всего, сочинял уже на эту мелодию. То есть он шел, возможно, там она у него играла в голове, и вот у него появились первые строки, которые он потом развил. Вот. В конце подкаста я поставлю эту песню. Объясню, почему я ее фанат. Это не просто песня сама по себе, это продолжение традиции Худина Аджижарок. Да, я понимаю. То есть, причем это вот то, как это происходило в обычной бытовой жизни. Мы же понимаем, что наши предки не жили в каком-то вакууме. Там тоже был контекст, тоже был политический контекст. И люди, сидя дома, подпевая себе, придумывали песни, где высмеивали людей, которые поступали несправедливо и неправильно. И на самом деле страшнее этого, наверное, не было ничего. Поэтому такие песни пытались искоренить. Потому что ты с этим ничего не сделаешь. Ты умрешь, ты можешь себе построить шикарный дом, тебе могилу, камень огромный поставят, там памятники поставят, но эта песня будет живее, камни сломаются, а эта песня останется. Я еще добавлю, эти песни сочинялись как назло с таким мотивом, который просто залетает сразу в душу, и ты хочешь не хочешь, ты ее напеваешь.
То есть это не Худи Наджи Жарок, возможно, сочинялись, но за редким исключением, с мотивом таким, знаешь, который ты, едва ли запомнишь. Это, как правило, какие-нибудь, там, условно, Цола и Жарок, да? Ой, Цола, Цола, Кашмана, Сава, ой, ой, Варайдама, Цола, Кашмана, Хижи, вот что-то подобное. То же самое, и вот эту песню он наложил точнее, эта песня у него родилась, напевая мотив Дади. Да, певала мен Дади, фаташидиш, ой, фаташидиш, шашиш фаташидиш, вала Дади, фарашидиш. То есть такая тоже песенка, которая очень легко залетает, и которую ты потом будешь там идти и думать, что у меня эта песня в голове. Бывают же такие песни, да, которые ты раз услышал буквально 5 секунд, и все, и потом ты ее весь день в голове поешь. Вот такой момент я хотел просто... Я тебе задавал вопрос про мы что наблюдаем, ренессанс или последний вздох перед смертью. Вот появление в современном времени в том же формате, в котором она появлялась и 100 лет назад, Худи Наджи Жарок, это как раз-таки пример, что пока еще живо. У нас же кстати, было недавно несколько попыток, когда героические песни под политический мотив, несколько героических песен написали, там люди, да, то есть я даже Мурату Гасиеву героическую песню написали, но, насколько я знаю, они они же в народ не ушли. Давай я отвечу как человек, который с 2000... При всем моем хорошем отношении к Мурату Гасиеву. Просто героическая песня, она требовала немного другого уровня соответствия человека. Да? То есть там должна была быть человек, который воспринимается иконой в народе. Например, как про Чермена Тулатова. Понимаешь? Почему, если вы книгу Бзарова почитаете про кадаги, там же кадагов о Чермене, их просто немеренное количество. Они перетекали из село, из ущелья в ущелье, не потому, что это был единственный кадаг, да, потому что он был очень популярный, и то, что человек добился своего по праву, да, в рамках той морали, в рамках нынешней морали нам это не понравится, мы не сочтем Чермена тем полновластным героем, но по тем рамкам осетины его признали героем навсегда. И поэтому такое огромное количество кадагов о нем. Я, как человек, который с 2009 года работает в хоре национальной песни, все-таки что-то дознаю уже изнутри, как это все появляется, хочу так смело предположить, что этот жанр, к сожалению, мертв сегодня. То есть, да, мы поем, не только про Мурата Гасиева. То есть там у нас среди нашего узкого круга молодежи, да, который работает в этом хоре, есть песни, которые мы так между собой, чтобы не слышали старшие и руководители, мы их называем песни-однодневки. То есть принес человек текст композитору, композитор сочинил на пианино музыку, потом это все приносится Ольге Георгиевне, вручается, и хор это разучивает. Творческого процесса в этом нет совсем. Наверное, есть, нет. Кто сочиняет слова там. Часто же такие песни по заказу, чтобы правильного человека порадовать. Да. Что еще к чему? То есть Мурат Гасиев, понятное дело, не оплачивал никому, чтобы о нем сочинили песню. Он правда в народе любимый человек. Он в народе любимый человек, да. Но с чем хочу провести параллели. То есть раньше песня что выражал. То есть сегодня, я боюсь, что я не смогу это даже объяснить, но я попытаюсь. Например, дабы сегодня передать все те чувства, которые ты хочешь кому-либо передать, и раньше, когда так делали, они это делали в виде песни, да, то есть,
не было интернета, там, не было, возможно, газет, когда еще, да, телевидения подавно не было. Да. И как передавали информацию? Вот либо устно пересказывая, либо еще как бы в 3D, как, да, с песней, да. Вот с тех пор, как появился интернет, как появился YouTube, и Худина Аджижарок, и героическая песня именно в том виде, в котором вот она сегодня есть, это там, как мы шутим, музыка народная, слова МВД. То есть он сочинил вот Хорошая этот, шутка. да, слова сочинил вот этот, поют вот эти. Ну, это максимум на один концерт там спели. Конечно, бывают очень крутые песни, например, очень удачный жанр. Сейчас все ребята, которые в теме народной песни, я скажу, Маккат из Урабы Жарок. Крутейший просто трек в плане восприятия. То есть сегодня что, как сегодня может нас, обычных вот, слушателей, зацепить что-либо, если это удачный в плане музыки опыт, произведение, которое приятно слушать, хочется на повторе послушать, да, вот такое произведение, может быть, немного застрянет вот в этом облаке из прослушиваемой нами музыки. Если это произведение написано менее удачно, чем вот, например, Маккат из Урабы Жарок, будь хоть там Мурат Гасиев, я не знаю, кто сейчас из современных осетин может быть прям очень актуальный, там, не знаю, футбольный клуб Алания, там, что угодно, это все не уйдет в народ, на мой взгляд, потому что в первую очередь я сегодня предполагаю, что реально только про Вадима Чельдева песня могла бы уйти в народ. Ну, опять же, если это будет Талантливо сделано, она может на какое-то время уйти в народ, иначе нет. И мне кажется, очень скоро, как только люди, которые фанатично к этому относятся сегодня, люди, благодаря которым я этим занялся, да, вот как только эти люди перестанут фанатеть с того, с чего они фанатели все это время, все это потихоньку уйдет в музей, и мы их закроем вот за стеклянными дверьми. Потому что я хочу пожаловаться, старшее поколение, оно не дает, ну, я все-таки не дает развиваться, но оно бьет по рукам за какие-то вольности. Но невозможно петь песню 16 века слово в слово точно так же в 21-м. Во-первых, мы не знаем. Во-первых, музыка тогда была, то есть, другая. Они не могли себе позволить какой-то ход музыкальный, да, там в басу или там в тенорах, который мы сегодня можем уже. То есть, тогда вот для нас это было что-то в диковинку. Сегодня уже нет, потому что музыка точно так же эволюционирует, это нормально. И плюс это люди, которых мы никогда не видели, мы не имеем о них никакого представления, а даже если мы о них прочитаем там целый роман, книгу, все равно они вот на нашу сегодняшнюю жизнь, как-то, наверное, влияют, я не знаю как, но все-таки я склоняюсь больше к тому, что не влияют на современную нашу жизнь. И старшее поколение очень трепетно относится. Они консервируют. Люди старшего, это не то, что старшее там, поколение плохое. Наверное, когда мы состаримся, мы тоже будем склонны все консервировать. А молодые склонны менять. Это вот эти два противоречия, да. Старшие склонны все консервировать. И тут знаешь еще какой момент? Вот эта консервация, это не есть традиция. Вот как-то Батрас Едамон, он вот на одном из своих выступлений в клубе «Лампа», он задал вопрос: по-вашему, есть традиция посвящения коня? Вот смотрите, сейчас умирает человек, ему его родственники посвящают живого коня. Как полагается, там надрез,
там все делают, да, и умирает другой человек, и ему его родственники посвящают автомобиль. Вот вопрос, что реконструкция, а что традиция? Ну, Батра сразу объяснил, что посвящение коня – это реконструкция, потому что погибший человек, для него конь не был ничем. Он не выполнял функционально ту роль, которую как бы он должен перенести в загробный мир. А вот посвящение автомобиля – это реальное продолжение традиции. Потому что функционально именно автомобиль выполняет ту роль, которая важна будет человеку в том загробном мире. Вот тоже вопрос, если петь песню так, как пели в 16 веке, да, или в 18 веке, это реконструкция. Это то же самое, это вот Да. черкесский, это вот все костюмированность, это вот... Да, вот, это реконструкция. Она нужна. Она нужна, Ну, конечно, чтобы да. мы увидели и посмотрели. Но традиции в этом не... Традиция – это когда, наверное, мы собираемся у костра в какой-то особый день и поем национальную музыку. Я вижу там, как вот люди в буквальном смысле, я смотрю на них, они в буквальном смысле в какой-то такой легкий транс уходят. Они сейчас вот не здесь находятся, а где-то там с трансцендентным общаются, да, и я, наблюдая за этим, я понимаю, что вот это живая традиция, и это захватывает. Ну, тоже живая традиция в очень узком кругу. Все-таки она, вот смотри, я являюсь представителем фамилии, которая каждое лето в июне едет на Васила, и вот все вот там это, то есть у нас Бероштам это очень такой серьезный для нас обычай поехать на Васила, вот на летнее солнцестояние. Вот я не скажу, что я с детства прям каждый раз ездил, но последнее время, и в детстве там, часто бывало, и последнее время стараюсь не пропускать. Если я в Осетии, если я в этот день ничем не занят, не обременен, стараюсь ездить. Вот там я никогда не слышу, например, песни в исполнении моих же старших. И рядом у соседей, у Цураевых я тоже не слышу. И, можно сказать, я это слышу только на Рекоме. Да. Но Реком это как раз-таки вот... Актив, весь актив. Это да. актив, и это, наверное, тоже все-таки реконструкция. Именно вот, опять же, я поясню, что я имею в виду. Это древнейшее святилище, но именно вот в тот день, когда едет молодежь, да, все наши друзья, когда едут на Реком, это все-таки реконструкция тех прекрасных активистов, которые в свое время собрались, реконструировали, воссоздали Реком. В какой-то момент да. эта реконструкция, она перешла в живую традицию, потому что вот на Рекоме там молитву молится один из старших, Машарби, и мне так повезло, что я с ним в одном дворе жил долгое время. И вот удивительно, да, мне всегда было интересно, кто на Рекоме из старших вот выполняет эту роль Туарлага, да. Мне казалось, что это определенный психотип людей, не совсем живой. У меня почему-то такое было вот впечатление. Вот я когда с Машарби пообщался, это вот, есть же человек, там, ему 80 с чем-то лет, в нем бьет жизнь так, как, дай бог, чтобы в нас в 40 лет било. То есть для него это как... Я даже не знаю. И причем Машарби, он сам из Горной Санибы, я как понял, он православный. То есть он и так, вот в нем, вот это все, вот у нас же сейчас очень много конфликтов внутри, да, вот это астинского общества. Мы пытаемся границы провести внутри друг друга, да, там, где это то, вот, как это правильно на самом деле, чтобы во внешнем мире это было правильно, и вот, чтобы вот другие православные посмотрели, мы правильные православные или нет, или другие посмотрели, вот. А в Машарби, вот он обычный осетинский мужчина, там, занимался борьбой, из Горной Санибы, где очень сильно празднуются православные праздники, там церковь. В то же время он едет на Реком, там выступает как Дзуарлак, и в нем это настолько органично. И ты понимаешь, вот видя на него, что это не какой-то, вот, знаешь, как вот человек выполняет роль. Да, вот его поставили, он выполнил роль, ушел. Нет, это живой человек, он
Вот выйдет во двор, очень любит с молодыми пообщаться, какие-то напутствия дать. При этом, что заметил за ним, никогда никого не пытается судить. Часто мы с ребятами прикалываемся, говорим, вот Машурби, вот он так делает. Вот что Машурби скажет? Ну, чтобы Машурби осудил, и мы посмеялись. А Машурби всегда, нет, надо подумать, давайте, говорит, ну, он вот так себе говорит, давайте, говорит, подумаем, почему? Так, говорит, нельзя судить сразу. И вот, то есть я понимаю, что та вот реконструкция в Рекоме, она перешла уже в какую-то форму, в традицию опять. Ну, даже заново возникло. Но это на самом деле это очень круто, да, потому что лично мне бывает крайне приятно наблюдать синт двухэтажный, да. Ну, что греха таить, любому человеку, даже туристу, интереснее будет на Рекоме, нежели у нас на Васила, где, просто минимальные застольные традиции, да. Но я бы хотел, чтобы все-таки все расслабились и признали, что Реком это очень круто, и это будет еще круче, но сегодня это реконструкция. Да. Не будем говорить, что это там 2000 лет, 4000 лет, 15 миллионов лет. Это вот такая современная реконструкция, которая настолько хорошо сделана, что вот, она зажила. Посмотри, да, с Южной Осетии приезжают автобусы целые, и я, тогда же полагаю, едва ли они понимают, что это реконструкция, да, они, наверное, думают, что Вот этот момент уже она перестала быть реконструкцией, понимаешь, вот, например, Реком, Хетадж Бонта, да, вот когда на Хетадж Зуарсе едут, это правда, это всегда на севере Осетии, он даже в советское время, несмотря на попытки запрещать, да, он всегда был очень, массовым мероприятием. Вот Реком, вот он же зазвучал, наверное, последние 10-15 лет. До этого он такой всеобщеосетинской роли не играл. Я тебе даже скажу, что я застал те времена, когда еще с Южной Осетии автобусы не приезжали. Я это помню хорошо, да. И давайте еще признаемся себе в том, что у каждого во дворе есть старший, которого бы вы могли назвать, знаешь, вот этот человек, он не медийный, его не зовут на Реком за старшего, его не зовут на телевидении там поговорить о наших обычаях, манашефам и так далее. Но все понимают, вот этот мужичок, да, такой, как у тебя, Маширби, у меня, например, Майрам в моем дворе в соседнем подъезде. И я вот просто понимаю, насколько в нем это живо, да, то есть ему не надо играть какую-то роль иногда. Я абсолютно не хочу сказать, что кто-то играет роль там на Реком или где-то, но просто хочу сказать, что у каждого во дворе есть такой человек, в котором это живо. То есть можно прямо подойти, спросить его что-то, и он тебе на чистейшем прекрасном осетинском, не заглядывая в словарь, не употребляя какие-то новомодные там скифские слова, рассказать очень просто и доступно. И без излишнего пафоса, да. Абсолютно, да. И еще эти люди придерживаются такого, знаешь, прекрасного, приятного, доброго осетинского ахдава. Не вот эти запреты, там, а ну-ка там все вот только, а это нельзя, и то нельзя, и это тоже нельзя. А можно только вот это и вот так. А это совершенно другое. То есть, если он тебе хочет сделать замечание, он тебе скажет лапу, когда мафа кашет, фаламанай, и вот он тебя прям вот, он тебе вроде бы подсказывает, но ты еще и ощущаешь, как он тебя гладит этими словами. И любое замечание, преподнесенное вот в таком формате, хочется исполнить вот бегом. И то же самое наоборот. То есть я сколько раз сталкивался вот с какими-то такими замечаниями, которые в итоге просто, я в кучу мест перестал ходить. Они отлетают, я не буду сейчас там ни имена называть, ничего, но просто вот, есть места, есть люди, которые, меня просто вызывают, негатив такой легкий, и не хочется самого себя окунать в негатив, поэтому,
не посещаю Я, кое-какие, кстати, да. вот анонсирую, мы как раз с Батыразом Сидомоновым хотим подкаст записать на тему хадзаров, потому что вот роль, какую хадзары играют в городе, и что это вот оплот астинского комьюнити, и про них что Сергей Штырков, он прекрасную статью написал про хадзары. Мы вот хотим продолжить вот про то, что в каждого во дворе есть мужичок, казбек, который будет звать тебя помыть котлы. Да, Да, это что... очень прекрасно, на самом деле. Да, это знаешь, когда ты в чистой одежде, идя по двору, то, что вы с родителями собираетесь в гости, и вдруг тебя перехватывают, и ты смотришь на отца и пытаешься дядь Казбеку донести, что мы в гости идем, и да, молящими глазами на отца: заберите меня в гости. И отец тебе так машет: ну, оставайся. И ты с этими котлами, или, не дай бог, кишки мыть, вот эту книжку. Ты знаешь, что у нас во дворе, ну, я, к сожалению, из-за вот занятости стал пропускать часто похороны во дворе, ну, как бы вот эти мероприятия, Да. связанные с похоронами. Вот, и пока еще я стабильно выходил во двор в день похорон, я единственный человек, который у нас во дворе моет кишки. И я, можно сказать, мою их еще и для себя в том числе, потому что я очень люблю потом как бы вечером за поминальным столом как бы отведать мной уже помытые. Во мне традиция не так жива. Я это несколько раз делал. Я помню боль и страдания в детстве, когда ты потом, ну, это же еще уметь надо. А я прям не так хорошо у меня получалось. Ну, возвращаясь к теме подкаста нашего, да, то есть, вот видите, мы говорили про традиционную астинскую музыку, вначале прямо вот так серьезно у нас подкаст был, сейчас мы спустились в быт. И хочется, чтобы, опять же, я думаю, что современные технологии, они нашей астинской музыке, они дают второй шанс. Второй шанс на... Потому что если раньше выпустить трек, и чтобы он слушался из каждой машины, это надо было там записать 100 дисков или кассет, то сейчас ребята могут выложить музыку в стриминговые площадки. И вы, когда у вас дома там какая-нибудь колонка умная, да, вы можете его попросить, чтобы на фоновом режиме играл не только джаз или что-то, да, а играла иногда традиционная астинская музыка. Я сам это дома несколько раз, то есть вот уже несколько раз у меня просто колонка недавно появилась, похвастаюсь, и пробовал. Ты погружаешь, ты вот даже вот читая, вот я сейчас тебе книжку Бэдли показывал, я ее читаю там, с переменным успехом. Вот эта музыка на заднем фоне играет, и ты в такой, у тебя антураж создается, ты погружаешься, и это создает определенную атмосферу. Я поэтому, вот, поговорив с тобой, я прихожу к выводу, несмотря на то, что ты очень пессимистичен в своих оценках все-таки. Ну да, как есть. Это, опять же, наверное, потому что ты сталкиваешься с этим больше. Да, и, ну, явно больше, чем кто-либо другой в Осетии. Даже несмотря на это, я думаю, что все-таки это не последний вздох, а именно какой-то ренессанс. Потому что у нас живой разговор получился. У меня не было моментов таких, думал, а что бы еще на эту тему поговорить. И, наверное, мы могли бы еще 4 часа подкаст про это записывать. И я думаю, мы запишем, просто выпустим частями, да. Да. Но все-таки хотелось верить, чтобы этот ренессанс был, и этот ренессанс может состояться только благодаря вам, дорогие слушатели. У Тамуби Рости альбом в Ютубе «Щимта». Я ссылку на него тоже дам. Включайте, слушайте на заднем фоне. Пусть вы, уши ваших детей, сознание ваших детей, и вы привыкаете к этому музыкальному фону. Он какие-то определенные настроения передает и особые ощущения. Да? То есть я понимаю, что, наверное, не каждому зайдет астинская музыка. Опять же, мне в детстве Это не нормально. заходило. Абсолютно. Очень в музыке очень важен контекст. Вот придя на итальянскую оперу, да, или слушая там произведение Чайковского, ну, нельзя слушать, если ты не понимаешь, что роль идет о Ромео и Джульетте. Ну, ты просто не понимаешь эмоционального окраса, почему здесь нарастание идет, здесь... Если ты знаешь историю Ромео и Джульетты, то ты понимаешь, вот здесь они умерли, здесь вот этот эмоциональный настрой, и они обнаруживают, что оба погибли, да. Дальше идут похороны их, да, то есть... То же самое с астинской музыкой. Если ты не знаешь историю Аликова Хашби, ты не поймешь вот этот
Ну да, не тронет тебя эта песня, если ты не будешь в контексте. Да, ты вот этот трехуровневый сон не поймешь. Если ты не знаешь историю про Иуна Гнарта, да, которая фактически повторяет вот этот сон, вот этот сюжет, да, ты не поймешь кадок Хашби-Аликова. Я сейчас, я не говорю это с претензией, не хочу быть тем мужиком, которого боится тому Берости, который делает замечания. Я об этих вещах, и про историю Хашби-Аликова, про Иуна Гнарта, и про очень многие вещи, о которых я пишу в своем блоге, о которых там поет тому, я узнал их, будучи студентом на поздних курсах. То есть не надо бояться узнать что-то, не надо бояться окунуться в астинскую музыку, не надо бояться узнать, почему эта песня так поется. Вот не надо бояться. Узнайте, погрузитесь в контекст, и эта музыка вас захватит. И мы к астинской музыке не будем относиться как к музейному экспонату. Я бы еще хотел добавить, да, Алик, пока ты не свернул с этой темы, я бы хотел добавить, хотел бы обратиться к слушателям. Это нормально, это абсолютно нормально, если вам не залетает тот или иной жанр. Это нормально, если вы сегодня не слушаете астинскую музыку. Как бы мы все прекрасно все понимаем, что испытывает определенный кризис астинская музыка ввиду разных причин, которые, сейчас не будем о них говорить, да, но как бы астинская музыка сильно отстает в плане возможности что-то преподнести слушателю, который, избалован уже таким количеством жанров, что, просто не угнаться, казалось бы. Но, тем не менее, не будьте столь категоричны, если вы побывали там даже на 50 концертах, не будьте столь категоричны, послушайте, например, наш альбом «Шинта», дайте просто шанс. Это нормально, что вы послушаете, потратите полчаса своей жизни, вам не понравится, и вы как бы останетесь при своем. Но давайте все-таки давать шанс. Давайте дадим нам шанс. Мы работали над этим, мы собирали. Это очень работа такая нудная. На мой взгляд, альбом слушается довольно легко и пролетает так полчаса, незаметно. Но за этим стоит работа. Это месяцы работы там с кучей очевидных музыкальных хитростей, да, там где-то вовремя сменить тональность, где-то добавить инструмент, где-то убавить инструмент, где-то тише сделать, где-то громче сделать. Это все очевидные маленькие хитрости, тем не менее мы их применяли, потому что не все хитрости работают и не всегда. Поэтому, пожалуйста, прослушивайте. Альбом на самом деле доступен на всех площадках, но слушать советую на Ютубе, потому что Ютуб это, наверное, проще, да, это именно этот альбом я прошу прослушать на Ютубе, потому что там он будет точно без пауз, без рекламы, а идея этого альбома была именно в непрерывности, то есть это 21 трек. Я, кстати, бы рекомендовал и на Apple подкасты, и на прочие платформы, потому что на Apple подкасты я не помню, чтобы реклама где-то была. Просто никогда не пользовался Apple, да, я вот только... Нет, тут просто, знаешь, тут есть одна платформа, через которую она на все площадки идет. Угу. Я научу. Все. Я еще хочу сказать, что астинская музыка — это большой метатекст. В нем очень много ссылок. Если вы пойдете по этому пути, вы зайдете, вот как Алиса попала в Зазеркалье, вы тоже в нем окажетесь. И вы для себя, вот как, знаешь, когда ты в Википедии начал что-то читать, и вот нажимая по ссылке, ты ушел вообще куда-то далеко. Да. Вот астинская музыка, она может стать для вас таким же путеводителем в астинскую культуру. Это на самом деле проще всего погружаться в астинскую культуру, начиная с музыки. Поэтому погружайтесь. Я погрузился в нее из рок-музыки прям вот сразу в астинскую. То есть у меня был такой, да, тоже. Это период вот как раз-таки предкона, период, когда у меня вот заканчивался
мой рокерский опыт, там, барабанщик уехал, гитарист уехал, и вот, ну, что-то надо, вот, все еще как будто бы хочется, а уже как бы не с кем. И вот попадаю. И ты встретил Сослана Маурауова. Да. У меня есть одно из первых видео на моем YouTube, это где там Аби Тугоев рассказывает про Сослана Маурауова. Я тоже ссылку на это дам, но я, кстати, хотел бы все-таки отдельный подкаст записать про него, наверное, собрать несколько человек, которые в самом начале участвовали. Мы, наверное, посвятим этому маленькому человеку, который сделал очень много. Многие даже не знают, как много. Надо посвятить отдельный подкаст и поговорить про него. Вот. На этом завершим. Тому спасибо, что пришел. Тому еще придет несколько раз, обещаю. Спасибо, с удовольствием всегда, Алик. Пишите комментарии, пишите в обратную связь в Телеграме, в Инстаграме, везде. Я все читаю, смотрю и всегда прислушиваюсь к вашим рекомендациям. Хочу очень многих поблагодарить, потому что ваши рекомендации часто наталкивают на очень интересные мысли и идеи, которые я потом реализую. Нафарна машек фаташедиш, ой фаташедиш. Машега маек фарашегиш, ой фарашеги. Нику фарашти ахшана каштани каттар ясон. Армбардышты я алы фаршты вырыты ардон. Сардонген еражамонак тархона бады. Фатшылы ужал бентон фабарагя харжарвады. Шафарш марабат шахи Николош хош нагу фалтар. Шаражагдылак бентон кожо арақыфхар. Ирышто набон талынжы башта. Уманама арақы қашта. Саютым балтам авалыштарым Ватонесах, шиштам валама ашық даканам выры тайнажах.